Установкой приборов учета занимаются специалисты бригад Черноморэнерго и, конечно же, СУЭС. Установка аппаратов сопряжена с вытекающими задачами. Необходимо привести в надлежащее состояние все распределительные сети и щиты. Если покупку приборов оплатили средствами госбюджета, то вся финансовая нагрузка по их установке ложится на бюджет Черноморэнерго. По приблизительным расчетам на установку одного прибора затрачивается примерно 20-25 тысяч рублей. Сумма формируется из учета состояния электросетей и объемов работ плюс привлечения спецтехники. Работа по установке приборов учета электроэнергии ведется активно, за исключением дождливых дней из соображения мер безопасности. Специалисты одновременно ведут работы в центральной и северной частях столицы. В 3 многоэтажных домах нового микрорайона столицы установка уже завершена. По словам главного инженера СУЭС Тенгиза Блабба, в подъездах установлено всего 6400 приборов учета. Али распределительный В Гагре, так же, как и в столице, энергетики активно ведут работу по установке приборов учета. Как сообщает руководство филиала «Энергосбыт» Черноморэнерго, уже установлено порядка 445 приборов. На первом этапе их установили в объектах юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. Планируется установить еще порядка 1000 приборов учета данной категории потребителей. Также планируется работа установки приборов учета и населению. По нашим предварительным данным, чтобы обходить весь Гагрский район, потребуется около 14 тысяч приборов учета. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Параллельно с установкой приборов учета мы проводим инвентаризацию абонентов. В целом уже есть благоприятный эффект от таких приборов учета. Заметно упали нагрузки в сетях, в тех местах, где мы их установили. Такие показатели способствуют безаварийности на подстанциях и увеличению напряжения. На минувшей сессии Народного собрания парламентарии приняли поправки в законопроект республиканского бюджета на этот год. В нем предусмотрена сумма в размере 60 миллионов рублей на оплату за переток электроэнергии. Это остаток субсидий, выделенных Черноморэнерго как раз на приобретение приборов учета. Перед тем, как установить прибор учета, нужно саму трансформаторную подстанцию привести в порядок, усилить ошиновку, привести рубильники в соответствие, посмотреть все коммутации, если есть где-то какие-то нагревы, их устранить. Потом по самой линии выровнять опоры, сделать перетяжку СИП. А если есть участки с голым проводом, поменять их на СИП-изолированный провод. Вообще мероприятий сопутствующих очень много. И потому это, в принципе, чуть-чуть замедляет темп установки самого прибора учета. Сегодня просто так прийти прибор учета, поставить, смонтировать и уйти, в принципе, это было бы быстро. Но это технически неправильно. Та сумма, которая была предназначена для приобретения прибора учета, она освоена полностью. 60 миллионов планировалось потратить его на установку прибора учета, в смысле на сам процесс, на установку. Но сложилось так, что эти расходы стали нашими. Принимать срочные меры и вносить изменения в бюджет пришлось из-за востребованных 30 миллионов киловатт-часов в начале ноября. Уровень воды в Джварском водохранилище все еще остается на критической отметке, потому необходимо принимать меры и обеспечивать электроэнергией 50/50. В 2023 году, не учитывая ограничения, которые вводили в первом квартале, потребляем уже более порядка 200 миллионов киловатт-часов ниже, чем это было в 2022 году. Это, в принципе, неплохая статистика, но она далека от того, к чему мы стремимся. Это тоже надо подчеркнуть, и поэтому, тем не менее, все равно дефицит в 4 квартале 2023 года однозначно есть, а суммарно он может составлять порядка
900 миллионов рублей. А на данный момент уже с начала ноября мы на коммерческой основе обеспечиваем поставку электроэнергии в Республику Абхазия на покрытие дефицита. Значит, первый контракт, о котором я говорю, был заключен с Интеррау на количество поставки 30 миллионов киловатт-часов с суммарной стоимостью 135 миллионов рублей. На данный момент нами сформирован второй контракт на поставку электроэнергии в объеме 50 миллионов киловатт-часов с суммарной стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Сразу хочу подчеркнуть, что окончательная сумма поставки, она формируется по итогам актов сферок между поставщиком и, значит, потребителем, в данном случае Черноморэнерго. Нам еще предстоит решить вопрос покрытия дефицита в декабре текущего года. Поставки электроэнергии из России ведутся с 2016 года, а с 2020 по 2023 годы в рамках социальной поставки, то есть бесплатно, Абхазия получала и израсходовала электроэнергии на сумму порядка 6 миллиардов рублей. В целях минимизации стоимости поставленной электроэнергии поставки из Российской Федерации обеспечиваются по графику, который согласовывает Черноморэнерго, потому что стоимость поставки в ночное время и стоимость поставки в дневное время, она разнится, и в целях экономии денег мы, соответственно, пытаемся основную часть поставки Российской Федерации обеспечивать именно в ночное время суток. Это нам позволяет держать уровень воды не в кризисном состоянии, как это было в прошлые годы. На данный момент мы перешли в отметку 423, то есть когда мы начинали поставку, уровень воды в Живарском водохранилище составлял порядка 418. Состояние энергетики – вопрос актуальный и сложный. Очевидно, необходимо подходить к нему комплексно и возможно с привлечением инвестиций. Вместе с тем, речь о повышении тарифа на электроэнергию пока не идет. Для того, чтобы выводить систему из кризиса, безусловно, основное условие – это тариф, обоснованный тариф, который будет позволять содержать систему. Но мы не могли пойти на радикальную меру и увеличить кратно или в несколько раз тариф в течение 1 года. Мы с коллегами с Российской Федерации очень долго вели консультации относительно того, чтобы сохранить возможность поэтапного перехода на новую тарифную политику, для того, чтобы не обременять наше население таким резким повышением в связи с тем, что есть разрывы по заработной плате, по пенсионным выплатам. И для того, чтобы минимизировать такой серьезный удар, мы ее растянули на 5 лет. То есть экономически обоснованный тариф по ценам 2022 года у нас будет только в 2025 году. На минувшей сессии парламента во время обсуждения проблемы энергетики встал вопрос о возникновении необходимости введения веерных отключений. Но прежде предстоит рассмотреть бюджет республики на 2024 год, в котором необходимо предусмотреть средства на оплату за переток электроэнергии, с учетом того, что потребление с годами растет и на данный момент, как сообщает генеральный директор Черноморэнерго, 30% электроэнергии потребляют майнинги. Асида Малия, Тимур Гугохи, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.